Инга, новое дело, Рустам Сабо, Гагарская РУВД. Значит, прям очень интересно. Супруга распространила обращение к ветеранским организациям, где говорит о том, что, значит, ему за ношение, хранение оружия, значит, применили впервые за очень длительную историю, да, такого рода санкцию, как арест. Мы знаем очень много случаев, когда и большее оружие находили у людей. Там, кстати, в скриншотах есть эта информация, и гранаты противопехотные, и автоматы, и много чего другого. Но чаще это была подписка о невыезде. В редких случаях, в очень редких случаях, это, значит, домашний арест. Один случай. Да. А вот с твоим подзащитным именно реальный арест, да, нахождение под стражей. Что случилось? Почему вот такая прям совершенно другая мера в отношении одного и того же преступления? Уголовно-процессуальный закон предусматривает, как мы знаем, различные меры пресечения. И действительно, может быть, мера пресечения заключения под стражу применена и по такой категории преступления, но только при наличии определенных обстоятельств. Если лицо ранее судимое, имеет судимость, если лицо не имеет постоянного места жительства на территории Республики Абхазия, если он ранее, ему была применена мера пресечения и он ее нарушил, в этой ситуации, безусловно, уголовно-процессуальное законодательство дает возможность органам предварительного расследования выйти с ходатайства, соответствующей с требованиями о заключении лица под стражу. Но здесь есть независимый арбитр, это суд, который должен был разобраться, я считаю, в сложившейся ситуации. Вообще, 19 октября эта вся ситуация началась 19 октября 2022 года, задержали Сабо в вечернее время, вообще без каких-либо проблем человек сразу сообщил о том, что да, у меня действительно это был рейд, обычное рейдовое мероприятие, где подъехали к стоящей машине, спросили, что, как, есть какие-либо запрещенные предметы, и человек сразу сказал, да, вот действительно, вот имеется у меня 3 предмета, это пистолет, автомат, оставшийся со времен войны, и обрез. Обрез, кстати, хочу обратить внимание, только годен для производства выстрела с левого ствола, то есть там даже, испорченный фактически. Как бы он для производства по экспертизе является пригодным, насколько пригодным, уже как бы пусть остальные делают выводы. Его остановили, все, провели процедуру досмотра транспортного средства, никаких проблем нет. Позвонила мне сразу супруга, говорит, Инга, пожалуйста, приезжай. Я ранее как бы, знала эту семью, сталкивались мы уже. Я сказала о том, что никаких проблем эта статья не создаст Рустаму с учетом его заслуг перед Отечеством, с учетом того, что он не судимый, что является индивидуальным предпринимателем и так далее. Много же есть факторов, которые не давали бы органу дознания возможность выйти с таким ходатайством. В принципе, это так все и шло. И супруга тоже также знала о том, что должны были выйти с ходатайством, с меры пресечения подписки о невыезде. Буквально там на следующий день все обстоятельства меняются. Супруги сообщают о том, что будет заключение под стражу, после чего вступаю в дело я уже. В суде рассматривается это ходатайство. Для меня, конечно, не будем рассказывать, как и что это все происходило. Результат такой: судья Инал Квицини принимает решение, что нужно заключить под стражу. Для меня это было таким шоковым решением. Почему? Потому что ни одного основания, которое давало бы возможность судье санкционировать и избрать заключение под стражу, у Сабо не было. Хочу обратить внимание, что данное лицо, он прошел Отечественную войну народа Абхазии в 17 лет, он поступил в московский вуз. Когда началась война, он вернулся в Абхазию, рядом стал с отцом и себя показал с мужественной стороны, в связи с чем был награжден орденом Леона. Также награжден был медалью к 20-летию за победы, награжден медалью за освобождение Кадора. То есть человек абсолютно положительная личность, семьянин, воспитывает 2 детей. Тоже дети на самом деле проходят обучение в хороших вузах.
все вкладывал в свою семью, в своих детей. Бизнесмен, индивидуальный предприниматель. Никаких нареканий в его адрес не было. Ну, вот такое решение, постановление выносит судья, что нужно санкционировать. Еще хочу обратить внимание, что и по состоянию здоровья тоже его оставляет желать лучшего. В 2017 году Сабо перенес серьезную операцию, экстренную операцию на сердце, был установлен стенд. В ходе судебного заседания моему подзащитному стало плохо, его госпитализировали сперва в Гаагскую больницу, в Республиканскую больницу, потом в военный госпиталь. Естественно, что я должна сделать как защитник, обжаловать в Верховный суд. И уверены были в том, что Верховный суд отменит данное постановление. Ну, в самом крайнем случае это будет домашний арест, хотя я как защитник понимаю, что и оснований для домашнего ареста тоже не было. Вот и в интернете, и супруга, и я тоже привела выдержки с сайта МВД, где дело не в личностях, в таблицах, почему одному сделали так, почему другому так. Просто, значит, не было оснований, так же, как у Сабо, тем более вдвойне нет оснований для того, чтобы его заключить под стражу. Был бы судимостью, здесь нет слов. Не был бы постоянное место жительства, здесь нет слов. Ну, не было этого всего, таких обстоятельств, которые давали бы возможность суду пойти по пути избрания самой строгой меры пресечения. Ну и Верховный суд меня удивил. Удивил, на самом деле, очень. Я поражена принятым решением кассационной коллегии Верховного суда, которые посчитали, что постановление Гаагского районного суда должно быть оставлено в силе. Сказали, Сабо должен сидеть на период дознания. Это месяц. Но как мы понимаем, что в случае, если будет необходимость продления срока дознания, это также мера пресечения может продлеваться многократно. Мы не хотели привлекать средства массовой информации ни в суд первой инстанции, будучи уверенными в том, что к орденоносцу Леона не может быть применена самая строгая мера пресечения. Также мы были уверены и в том, что и Верховный суд все-таки услышит доводы защиты и не примет это все не примет позицию Гаагского районного суда. Но получилось то, что получилось. Сабо санкционирован на сегодняшний день. Буду обращаться принципиально в президиум Верховного суда после того, как кассационное определение будет вручено защите. И будем дальше действовать, но просим, я также прошу как защитник обратить на данное дело внимание ветеранских организаций, чтобы ветеранские организации обратили на эту ситуацию внимание. Это беспрецедентно, я считаю, такой случай, где ветеран Отечественной войны заключен под стражу за хранение, перевозку оружия. На самом деле это же прецедент такой, скажем, нехороший. Абсолютно не поддерживаю историю про то, что оружие должны носить все, делать с ним все, что угодно. Категорически нет. Но тут есть исключение. Речь идет о ветеране войны. Да. Речь идет в первую очередь о его боевом военном оружии. И самое главное, он не где-то стрелял в центре города, он, значит, не нарушал общественный порядок. То есть угрозы никакой не было. И сам факт того, что вот такое отношение к ветерану войны, но... Как думаешь, какая перспектива у такого рода дел теперь будет? Ну, я считаю, что вероятность того, что в последующем будут выходить с санкциями, опять же, при наличии положительных характеристик, при наличии места жительства, то есть тех формальных обстоятельств, которые учитываются судом при избрании меры пресечения, то есть это такой, я думаю, что будет переломный момент для того, чтобы и будет появиться возможность санкционировать и других граждан. Но дело даже вот, мне кажется, здесь это другой интерес, и мы, в принципе, это понимаем. Я, как защитник, правда, не могу говорить о многих колуарных разговорах. Вот. Я-то понимаю, что здесь дело не в том, что это сделано показать на Сабо, что как будет с последующими, кого мы поймаем с автоматом, с пистолетом и так далее. То есть это вот такая точечная борьба с одним человеком. Для меня это так оценивается.
По-другому я это оценить ситуацию не могу. У нас, я говорю, есть на самом деле удивительные постановления, определения судов. У меня вот недавно был случай, я принимала участие на стороне потерпевших, где человек был разыскник. Ему изначально избрали меру пресечения заключения под стражу. Он 2 месяца находился под этой мерой пресечения, а при продлении Гудаутский суд не продлил. Я обжаловала это постановление Гудаутского суда в Верховный суд, и Верховный суд посчитал, что нет оснований полагать, что лицо скроется от органов предварительного расследования суда, хотя там статья тяжкая, здесь вот это оружие, это категория средней тяжести преступления, полагать, что лицо скроется от следствия суда, тот человек, который не скрылся от войны, ну это абсурдно. Там до 10 лет санкция статьи покушения на совершение тяжкого преступления. Человек находился в розыске, вынесен в отношении него постановление о розыске. То есть это является в соответствии с теми же самыми разъяснениями, которые дает Верховный суд, о том, что это является безусловным основанием полагать, что лицо может скрыться от следствия суда. Здесь не было ни одного основания, которое давало бы возможность суду вообще какая-то могло бы возникнуть какое-то опасение, что лицо скроется от следствия суда. Орган дознания написал о том, что он обладает паспортом гражданина Республики Абхазия, поэтому есть вероятность того, что он беспрепятственно пересечет границу. А каким надо паспортом было обладать? Я не знаю, я вот как раз-таки не наличие гражданства, это и является основанием для того, чтобы закрыть, потому что он не имеет лицу постоянное место жительства, он не имеет трудно разрываемых связей. Это все же учитывается в соответствии с УПК. Четко написано прочность социальных связей, место работы, наличие на иждивении там, детей, семейный, если лицо, тяжесть инкриминируемой статьи, но здесь тяжесть средней тяжести. И при наличии таких положительных характеристик, он еще мой подзащитный резервист, понятно, что никогда его не посадят. Получается, что всем можно, а именно Сабу нельзя? Именно Сабу в этой ситуации нельзя.